У них есть документы от правительства. Все, ребята, никаких красных книг у вас нет. Мы все это безвозмездно передали. Демонтировать 450 гаражей, забрать их на балкон и уйти отсюда. Все. Ben 84 yaşa geldim. 50 yıl hükümet'e işledim. Aracı aldım. O öyle sayızın vaktinden tartıp. Bu vakıttan biz şehirde tiniş yaşavatamiz. Bu yer вообще sayızın vaktinde garajlarını bergen. Nigodlu yerlerge bergen garaj. Valla bir yer негодный для строительства. Вот Азербайджан строит, да? Через 10 лет развалится. Кто будет отвечать? Вот тут река идет. Вот. И никто сейчас не учитывает. Сейчас у нас даже и вот, не знаю, все продажники. Наши на этой земле нельзя строить на этой да, земле. Нельзя. наши председатели не знают где, почему его здесь нет. А где это люди, которые представители пришли, захватить здесь? У них есть документы от правительства, решение, что да, здесь надо брать. Вот мы глухонемые, куда обратиться, что делать, вот вам обращаем, пожалуйста, вынесите, старайтесь, пусть доходит правительство, президенту, генеральную прокуратуру, там как все написано. Пусть отчаяние, пусть проверит, почему так самое происходит. Тоже владелец гаража. Там у нас с сыном здесь, у меня гараж, у сына гараж. Вот. Ну и что получается? Вот красная книга, как таковая, она выдается на все, на землю, на участок. На землю. Вот 0,82 гектара. И хранится она у руководства. Да, понятно, да. То есть она не находится у каждого, хотя мы являемся каждым владельцем, но своей маленькой доли. А дается одна на весь участок. И вот потом нам поставили нас в известность, говорят, все, ребята, никаких красных книг у вас нет, мы все это безвозмездно передали. То есть мы впервые вот так вот услышали, собравшись на собрание, о том, что... Причем собрание было не по поводу вот этих всех гаражей, а по поводу освобождения гаражей, которые находятся вдоль реки. Потому что мэрия должна была чистить русло. И вот под этим предлогом нам надо было ту линию, первую линию, освободить. Согласен. Вот. Ну, естественно, хочешь не хочешь, чтобы туда техника зашла, ну, под этим предлогом. А потом вот заодно уже сказали, а все, а вас-то тоже нет уже никаких. Вот вам уведомление, что вы освободите все участки. Вы уже никто, и звать вас никак. Естественно, был произвол допущен. Нарушение всех возможных законов, и, естественно, мы против. И хотим, чтобы разобрались все, не только, как говорится... А вы не видите причину? С левой стороны высотка стоит, с правой. Земля здесь стоит, к вашему сведению, стоит 1 сотка, ну так, это по слухам, я не утверждаю, я то, что слышал, $1400 квадратный метр. А 0,82 гектара умножьте на эту сумму, и причина... Изначально вот земли под эти гаражи были выделены из-за того, что они не были пригодны ни для какого хозяйского использования. И ну, тогда горисполком был в то время, это в советское время делалось, именно в советское, когда было не Россия, не Казахстан, не Киргизия, а был Советский Союз. И вот тогда, значит, горисполком тогда назывался, теперешняя мэрия, они приняли решение в связи с тем, что земли как бы никуда не пригодны, вплоть до того, что здесь невозможно было... Вначале они хотели зону организовать для отдыха, парк сделать. Вот. А потом посмотрели после очередного движения реки, что там часть парка как бы уже унесло, и сказали, ничего делать нельзя, пусть люди сами на свой страх и риск, что хотят, то и делают. Ну и, естественно, тогда же ценность была большая автомобиля. Это не то, что теперь. Их и воровали, и их нельзя было, как говорится, ни на минуту оставить вот так вот
на открытом месте без охраны. То есть там вплоть до того, что капканы ставили. Ну, наверное, помните вот фильм, это все было, да, берегись, это все было в жизни. Поэтому объединились люди, сделали отсыпку, засыпали землей непонятно чем, строительным мусором. Вот. Сами люди. Ага. Вот, и поставили гаражи. Затронуты, наверное, скажем, история жизни 450 людей, которые основались еще в 90-е годы здесь. Семьи, деды, в 70-е годы даже, скажем, в данном кооперативе. На данный момент государство и в лице председателя кооператива оповестили всех нас, что данная земля не принадлежит больше кооперативу, а принадлежит она государству. Была она передана безвозмездно в 2025 году нашим председателям, что противоречит нашим кооперативам. Вот мы сегодня собрались здесь, чтобы донести до глав государства, до компетентных органов наши судьбы, наши истории, нашу огромнейшую проблему, с которой на данный момент мы будем бороться. Мы будем бороться за справедливость наших гаражей, наших земель. Вот для этого мы делаем обращение сейчас. Нас оповестили 17 апреля. Да, 17 апреля, очередное собрание было 17 апреля. Нас просто оповестили, что в течение 10 дней мы должны демонтировать 450 гаражей, забрать их на балкон и уйти отсюда. Все. Мы, участники Союза водителей транспортных средств в лице владельцев 450 гаражных боксов, выражаем свое глубокое возмущение и категорическое несогласие с действиями руководства Союза, связанными с передачей части общей площади размером 0,82 гектара в государственную собственность на основании безвозмездного договора, без уведомления и согласия собственников. Считаем, что указанные действия нарушают уставные положения Союза, согласно которым мы все решения, касающиеся общей собственности, должны приниматься коллегиально и с участием большинства членов. Противоречит гражданскому законодательству Кыргызской Республики в части охраны права собственников и прозрачности процедур управления коллективной собственностью. Осуществлены втайне от Союза, членов Союза, что расценивается как злоупотребление служебным положением и нарушение принципов открытости и подотчетности руководства.